Здравствуйте, вы смотрите программу «Дебаты». И сегодня тема нашей программы – это образование и отношения с Россией, а также трудоустройство и безработица. И мне бы хотелось сразу представить гостей нашей студии. Это Евгений Осиновский, самый молодой из наших гостей, представитель Социал-демократической партии Эстонии, Эркки Нол, олимпийский чемпион, депутат Riigikogu и кандидат в депутаты Riigikogu. И у меня к вам первый вопрос. Вот скажите, пожалуйста, как вы оцениваете наше образование сегодня, уровень нашего образования, которое является высшим? То есть система 3+2, она насколько оправдана? Так как 3 года – это бакалавр, плюс 2 года – это магистратура. На сегодняшний день вот эта система, по мнению многих специалистов, не совсем оправдана. Как вы считаете? Я думаю, что как это меняли почти 10 лет назад, и я думаю, что сначала этот стиль был немножко другой, чем сейчас. Сначала был такой, что все пойдут начинать от бакалавра, и тогда люди получают какой-то опыт, какой-то рабочий опыт, и тогда через пару года пойдет и магистрация. А сейчас это процентов, кто закончит университет и закончит тоже последние 2 года, это очень маленький, я думаю, что очень, очень плохо, когда мы посмотрим, как общее высшее образование. А вы, Евгений, как считаете? Это, в принципе, это не мы придумали эту систему, это общеевропейская система, процесс Болонья, так называемая, это 3+2, эта реформа проходит во всем Евросоюзе. Идея в том, чтобы можно было сравнивать систему образования и полученную квалификацию во всем Евросоюзе. Да, у нас сейчас проблема в том, что забывают то, что это 3+2, то есть +2 забывают и думают, что часто, что 3 лет хватает, чтобы получить высшее образование. На самом деле система задумана так, что все-таки это 3+2, то есть эти +2 тоже очень важны. У нас, кроме того, что многие не хотят идти в магистратуру, еще проблема в том, что на самом деле государственный заказ не всегда позволяет всем идти дальше в магистратуру. Туда попасть на бесплатное место достаточно сложно на некоторых специальностях, и поэтому многие заканчивают свое высшее образование после 3 лет, что, конечно же, в общем неправильно, и нам надо стремиться, чтобы все, во-первых, могли получить эти +2 года магистратуры, и, во-вторых, чтобы они хотели это делать тоже. А вот еще такой вопрос. Переход русских гимназий на эстонский язык обучения. И мне бы хотелось немножко сакцентировать внимание на Ида Вирума. Проблема в том, что здесь очень мало педагогов, которые могут свободно общаться на эстонском языке. Они знают эстонский язык, но они на нем говорят с акцентом. Порой, возможно, не всегда правильно. И согласитесь, не каждый родитель согласится отдать своего ребенка в учебное заведение, где педагог говорит на неправильном эстонском языке. Это означает, что ребенок с детства будет говорить с акцентом на том же самом эстонском языке, когда у него, возможно, в другом городе была бы возможность говорить более свободно, да, и более чисто. Что касается гимназий, то есть это все взаимосвязанные такие процессы, насколько это оправдано? То есть, в принципе, получается, что те русскоязычные гимназисты, учащиеся, да, которые автоматом переходят на эстонский язык обучения на сегодняшний день, они ведь могут потерять возможность получить хорошее образование, потому что очень сложно на неродном языке изучать физику, химию, математику. Пожалуйста, Евгений, можно с вас начать? Здесь, в принципе, этот переход на 60% на эстонский язык в гимназиях, сейчас главная проблема именно в том, что на самом деле не проведено было до принятия закона и до сих пор не проведено подробное исследование в школах, в том числе и в Ида Вирума, насчет того, подготовлены ли школы вообще к этому переходу. Часто
ограничиваются тем, что смотрят, чего говорят директора на этот счет. Но здесь мы все знаем, что многие директора говорят, что их школа готова, либо для того, чтобы получить какие-то плюс-пункты от министерства, или из-за того, что они боятся, что им какие-то будут санкции, или их уволят, или что-то такое. То есть это понятно, что это не самый адекватный метод, как оценить, готовы ли русские школы к этому переходу. Это исследование было не проведено, и мы сейчас, наша партия ходатайствует о том, чтобы его все-таки до 1 сентября провели, чтобы мы реально понимали, какая ситуация в русских школах. Сколько я общался с педагогами русских школ в Идавирума, то кроме единственной школы, где мне сказали, что реально мы готовы, это Нарская Ваналина Риги Кор, которая сама по себе уже такая школа языкового погружения, и там у эстонского всегда было намного больше. А остальными школами всегда педагоги все-таки говорят, что либо педагоги не подготовлены, либо ученики не подготовлены. И здесь мы всегда ставили все-таки во главу угла то, чтобы реальные знания учеников, а не выполнение требований языка, потому что если плохо по-эстонски говорящий учитель будет преподавать русским детям физику на эстонском, то они не выучат ни эстонский, ни физику. И поэтому эта проблема достаточно серьезная, как ее решать. Но здесь, опять же, как все уже многие замечали, что в законе есть на самом деле статья, которая дает возможность отложить эту реформу, если не хватает педагогов или по другим причинам. И поэтому ей, конечно же, надо воспользоваться. Но здесь, опять же, проблема в том, что директора часто хотят какие-то получить плюс-пункты, поэтому об этом не ходатайствуют. И с другой стороны, министр образования Тынис Лукас почему-то постоянно говорит, что никаких исключений ни для кого не будет, хотя в законе они прописаны. Как-то мы все-таки посмотрим будущее, как-то мы хотим дать возможность молодым, чтобы как-то они закончат гимназию или университет, все-таки у них нужно знать очень многих языков. Я думаю, что минимально 3 языка нужно Эстонии уметь после как-то закончить гимназию. Конечно, сейчас очень большой проблема. Когда мы посмотрим этот секунд, или как мы начинаем 1 сентября Идавирума, но сейчас нереально. Скажем, это правда, что это нереально, но я думаю, все-таки у нас нужно положить какой-то цель, и после этого нужно начать заниматься Тартуский университет, Таллинский университет, чтобы, как мы начинали здесь, высшее образование, нужно какой-то положить немножко повыше. Тогда нужно тоже начинать заниматься, что все студенты, кто закончит университеты в Тартуский или Таллинский, что они знают очень хороший эстонский язык, без акцентов, как вы начинали там, как учитель говорит акцентом эстонский язык, тут самое, когда учитель не знает 100% математику, тоже так квалитет немножко не самый хороший. Но я думаю, что все-таки государству нужно положить цель, что мы хотим, и тогда нужно смотреть возможности, как мы через пару года или через 5 год или 6 год мы получаем эту цель. Эта цель у нас на самом деле уже давно. Давно, да, но... Уже больше 10 лет. Это Майлис Репс от центристской партии, когда была министром образования, на самом деле уже этот план перехода на эстонский язык обучения развивала очень серьезно. И эта цель у нас уже давно есть, но вот насчет того подготовки к этой особенно... Но никто не занимался, но все-таки это проблема. Что занимались недостаточно, и тогда, когда мы теперь принимаем закон, зная, что мы этим не занимались, и при этом не проводя исследования, с какой стадии мы сейчас находимся в этом вопросе, тогда я не понимаю, почему этот закон надо теперь вообще было принимать в таком, так торопясь. И во-вторых, тогда, что теперь, когда на самом деле в законе предвидится исключение, то у нас министр образования говорит, что исключения никому не будет. Я думаю, что он сам тоже понимает все-таки, что... Ну да, но все-таки у нас нужно... побыстрее немножко бегать, что мы не можем сделать все время, там у нас время есть, у нас время, они закончат скоро уже школу.
как-то они не знают, там 3 языков, у них шансов получить какое-то работное место нереально. Нереально. Вот можно обратиться в студию? Давайте вы поднимете руки те, у кого синие паспорта. Так, хорошо. Второй вопрос. Поднимите руки те, кто знает эстонский язык. Но разве немножко, чтобы вы понимали, что читать или в газетах, или... Ну, уже. Смотри, все-таки кто-то понемножку может. Но у нас очень много страхов, чтобы мы не можем учиться там. Очень много эстонских спортсменов, они ушли учиться в Америку. Я спросил, сколько у вас взял, сколько времени взял, чтобы вы понимали очень нормально и так легко вы могли учиться. Потому что Америка такой закон университета. Разве ты феноменальный спортсмен? Когда ты свои уроки не сделаешь, ты не можешь использовать стадион. Когда у тебя как минусы, или ты не можешь учиться нормально, тогда ты не можешь использовать это время тоже стадионов. Ты не можешь выступать, ты не можешь тренироваться, у тебя нужно учиться. И все спортсмены сказали, что первые 3 месяца было очень тяжело. Но тяжело, потому что все немножко играли, там никто не эти тесты сами не сделали, потому что английский язык был такой не самый хороший. Но все сказали, что через 6 месяцев уже нормально было. Очень нужно работать, и взял 7-6 месяцев. Вот можно я добавлю, все-таки, вот, на мой взгляд, это вопрос среды обитания. Вот, Евгений, пожалуйста. Да, вот именно я хотел сказать, что если, конечно же, я сам в Англии 3 года учился, и когда я туда поехал, то, не знаю, за 6 месяцев я уже себя чувствовал там абсолютно комфортно, я говорил по-английски свободно и так далее, конечно, потому что там среда вокруг, ты ни на одном другом языке не можешь говорить, и поэтому понятно, что ты его выучишь очень быстро. В Эстонии, особенно в Ида-Вирума, все-таки ситуация чуть-чуть другая, особенно в Нарве, если дети даже в школе очень хорошо пытаются, стараются и учат эстонский язык, то, выходя за порог школы, у них все вокруг остальное по-русски. В магазине говорят по-русски, дома говорят по-русски и так далее. То есть здесь чуть-чуть другая ситуация. Конечно. И поэтому говорить, как у нас некоторые политики говорят, да что там, за 20 лет не могут эстонский выучить, что ли? То все-таки это чуть-чуть ситуация другая. Я думаю, что здесь государство недостаточно помогало людям тоже, что, например, одна вещь, что очень просто сделать, поставить русские субтитры на эстонское телевидение, чтобы люди могли хоть слышать, как эстонский звучит, если, поскольку во многих городах эстонский даже правда. Просто не услышать нигде, то это, говорят, тогда эстонцы не будут этот канал смотреть. Но это вот только один взгляд. Я тоже согласен, чтобы очень много эстонские телевидения, программы там нужно транслировать или трансляции положить. Но, чтобы быть честно, я думаю, что очень многие политики против этого работали, чтобы никогда не начинал ни Ида-Вирума, ни один школ не начинал учиться только эстонский язык и так далее, чтобы, как мы последний раз эта студия говорили, что у нас мешает немножко выбор тоже, чтобы перед выбором очень хорошо говорить там, что мы сделаем, что это неправильно, это неправильно. Конечно, я думаю, что это очень тяжело начинать и почти нереально начинать Ида-Вирума в сентябре использовать этот закон. Но где-то мы нужно все-таки начинать. И у нас времени нет. Не совсем поняла, правда, честно говоря. Вот не нужно, но все-таки нужно. Так с чего надо начинать? Нет, я сказал, когда мы посмотрим с ним, когда они хотят получить нормальное высшее образование в Эстонии, что у них нужно учиться эстонский язык. Разве такой другой возможности нету? Когда мы не даем возможность, разве с ним учиться нормально эстонский язык, тогда у них реально шанса нет.
Нет, тут это никто, наверное, не оспаривает, то, что эстонский надо учить, и это хорошо, если наши дети будут знать эстонский язык и так далее. Это, я думаю, никто не оспаривает. Вопрос, как этого достичь, и я думаю, что вот таким методом, как сейчас это делается, что вот с 1 сентября будет 60-40, потом будет это, я думаю, что это просто он не даст нам этих результатов, которых мы ожидаем. То есть все-таки надо, во-первых, надо провести нормальное исследование, в какой ситуации мы сейчас находимся, и тогда сделать методы, все-таки конкретные меры предпринять в перспективе там 5-10 лет, а не так, как сейчас, что вот с 1 сентября начнем переходить. В таком случае мне бы хотелось немножечко перейти на ту же самую тему касаемо молодежи. Допустим, они знают эстонский язык, молодежь. Допустим, они заканчивают учебное заведение. Они поступают, они получают какую-то профессию. Мне бы хотелось задать такой вопрос. Что на сегодняшний день, как вы считаете, сделано правильно государством, а что недоработано в плане того, чтобы наша молодежь имела рабочие места? Я думаю, что правительство правильно сделало, чтобы первый правительство сделало такие законы, что всем у нас сам возможно начинать какой-то свой бизнес. Это возможно всем истории. Только желание нужно, немножко образования и нужно немножко смесная доза быть. Но я думаю, что сейчас в Эстонии законы, все возможности. Конечно, когда мы посмотрим, чтобы где-то 95% не хочет заниматься, сам не хочет быть бизнесменом и бизнес-женщиной, что я думаю, через 4 года у нас правительство, у нас проекты здесь для Ida-Virumaa очень сильное инвестирование Ida-Virumaa. И я думаю, что я очень позитивно, что я увижу будущее, чтобы через 4 года мы уже скажем, что Ida-Virumaa самый богатый регион Эстонии. Пожалуйста, Евгений. Насчет предпринимательства я в принципе согласен, особенно в Ida-Virumaa это достаточно большая проблема. Если у нас в Таллине создается где-то 7 фирм на 1000 человек в год, эстонская средняя 4 фирмы на 1000 человек в год, то в Ida-Virumaa это 0,7 на 1000 человек в год. То есть люди либо не знают, какие есть возможности для получения финансовой поддержки и так далее, но с другой стороны все-таки есть и проблема со стороны государства, то есть государство должно все-таки их обучать, если говорить, например, про этот фонд развития предпринимательства ЕАЭС, от которого в Ida-Virumaa до сих пор меньше всего было инвестиций на человека, то я с одним человеком оттуда на прошлой неделе говорил, он сказал, ну вот в Ida-Virumaa они проекты писать не умеют. Ну, может и не умеют, но это все-таки, поскольку это государственный фонд, то они должны обучать людей тогда, как эти проекты писать, потому что сейчас, например, большинство поддержки идет в Таллин и в Тарту, которые уже самые развитые регионы, то есть здесь есть эта проблема. Но если говорить в общем про образование и рабочие места, то у нас время от времени есть кое-какие проблемы с государственным заказом в вузах. Думаю, что теперь поменьше, чем когда я там был, когда я в Тарту учился. Я помню, у нас было в 1 год приняли 130 филологов испанского языка на государственное место. Нужны ли в Эстонии 130 филологов испанского языка в год? Наверное, нет. Но вроде теперь эта ситуация, последнюю статистику смотрел по Тартовскому университету, то вроде теперь чуть-чуть с этим получше. Ну, понятно, что это каждый год меняется, то есть государство должно реально думать и смотреть на направление трудового рынка, и в зависимости от этого тогда государственный заказ регулировать. Одна из самых больших проблем, но вроде потихонечку тоже ей начинают заниматься, это профессионально-техническое образование, которое, поскольку у нас
Государство поощряет людей идти в университет, очень многие хотят идти в университет, идут на платное место, например, в университет, потом получают высшее образование, и у них нет работы. Одна из причин, почему это так, это потому что у нас профтехи сейчас на достаточно плохом уровне, или, опять же, подготавливают специалистов. Но очень многие инвестиции положили уже. Ну, я говорю, что эта ситуация начинает меняться, но до сих пор у нас есть... Как-то мы посмотрим ЕФИ, там это мировые классы, я думаю, Ну да, что новые школы. Но я говорю, что у нас до сих пор все-таки говорят, что, например, сварщиков в Эстонии просто нету, что их надо с Украины привозить. И это уже 10 лет говорится, что их нету, и до сих пор их нету. Ну, то есть на Балтийском судоремонтном заводе все сварщики с Украины, 500 человек их там работают, потому что Эстония не подготавливает сварщиков. И это уже 10 лет известно, и до сих пор все так. Ну, конечно, немножко инвестирование правительства и немножко очень, немножко, это очень много зависит местное правительство тоже. Чтобы, я думаю, что я сам думаю, как рядом посмотрел этот Ida-Virumaa, что я думаю, что Нарва очень большой проблемой коррупции. И надеемся, что через пару годов мы уже можем как государство тоже инвестировать сюда. Как-то мы говорим, здесь Нарва, у нас есть уже 1 миллиард крон, как-то мы говорим, старым денег, чтобы ремонтировать и менять целые канализации, чистая вода, чтобы, я думаю, что, не думаю, что здесь Нарва и самая плохая вода, что кран вы получаете, что у нас есть денег, но сейчас местное правительство немножко тормозит, чтобы сюда были такие большие инвестиции. Спасибо, но мне бы по поводу предпринимательства хотелось бы сделать свое замечание. Пару лет назад на одном из круглых столов мне очень понравилось мнение профессора эстонского университета, который сравнил подготовку юных предпринимателей с подготовкой летчиков-самураев Японии в начале прошлого века, когда их учили взлетать, но не учили садиться. На сегодняшний день очень много уже примеров тех предпринимателей, которые писали легкие проекты, получали небольшие деньги в размере 70-150 тысяч крон, опять же в кронах, да, ну вот, это в течение, может быть, 2 года назад, год назад, вот, и в течение 6 месяцев они обанкрачивались, ну, потому что их научили элементарным приемам, но что такое бизнес в целом, они просто не предполагали. А закрыть фирму гораздо сложнее, чем ее открыть. И при этом человек уже не может встать ни на биржу по трудоустройству, он не может числиться безработным, пока у него фирма не ликвидирована и не будет являться банкротным. Ну, уже полностью банкротное производство не будет закрыто, правильно? Да. А это процесс гораздо более длительный, чем само открытие фирмы. Поэтому правильно ли все-таки начинать с того, что, ребят, давайте все дружно в предприниматели? Дружно все равно нужно жить, это самое главное. Но я думаю, что как-то мы немножко говорим образование, рабочее место, как-то мы посмотрим Америку. Я думаю, что, не знаю, опыта нету Англии, но как-то мы спросим Америка, что вы хотите, когда вы закончите университет? Где-то минимально 80% студентов скажут, я свою фирму сделаю, я буду бизнесмен. Я думаю, когда мы тот самый вопрос сделаем в университет, мы где-то получаем пару процентов. Я очень последние 2 года, когда я пойду в гимназию, там последний класс, говорите, у меня какое-то хобби, я всегда спрошу в конце концов,
скажите, кто хочет в будущем будет бизнесменом? Где-то 1-2%, не больше. Мы все время говорим о рабочем месте, но все-таки рабочее место только правительство не дает. Люди, мы сами нужно заниматься. Кто-то нужно сделать, кто-то нужно открывать какой-то маленький завод, или маленький ресторан, или кафетерия, или что угодно. А когда молодой нету активности, тогда рабочего места тоже нет. Ну, я в принципе согласен, что как бы молодежь надо обучать больше насчет предпринимательства, как и взлетать, так и садиться, но я думаю, что ни в одной стране это не может быть как бы решением проблемы безработицы среди молодежи. Понятно, что все-таки всегда меньшинство являются работодателями, и большинство все-таки работниками. Это в любой стране так, поэтому, конечно, мелкое предпринимательство надо поддерживать, это хорошо и создает рабочие места и так далее, но с другой стороны, все-таки нельзя забывать об общем образовании, либо высшем, либо тогда профессионально-техническом образовании, потому что все-таки рабочие места большинство людей идут уже на готовые рабочие места, их не создают. Я думаю, что это ключ высшее техническое образование. Когда мы хотим что-то менять в Эстонии, тогда у нас нужно инженеров. Когда инженеров нету, тогда нереально. Чтобы как-то ты сказала, что у нас там 130 испанских филологов, но, конечно, они рабочее место ни один не дают. Но все уехали в Испанию. Ну да, но они используют очень много денег, и экономически Эстония ничего не дает. Я думаю, что техническое образование это очень важное сейчас, когда мы говорим об образовании, и это нужно положить немножко побольше внимания и профессионально-техническое образование тоже. Спасибо. Мне бы хотелось перейти к вопросам из нашего зала. У нас сегодня собрались люди, которые как раз интересуются вопросами образования и дальнейшего трудоустройства. Мечты у них, наверное, тоже есть. Многие из них, может быть, хотят бизнесменами быть, может, кто-то еще кем-то хотят. Но вот я думаю, как раз они по существу вопросы и позадают. Меня зовут Влад, я задаю вопрос обоим политикам. У меня такой вопрос. Как вы думаете, в будущем какие специальности вы считаете успешными? Я думаю, что все очень IT, компьютерные, технические, все это все равно будущее. И когда мы посмотрим, как много у них нужно тоже сейчас в Эстонии, мы нужно где-то побольше, чем 3000 рабочих мест, пустые рабочие места у нас и IT-сектор. Сейчас компьютерные, чтобы программы записать и так далее, и так далее. Что я думаю, это очень сильное такое будущее. Электроника и IT. Да, я в принципе согласен. Я думаю, что у нас за последние 10-15 лет была такая небольшая девальвация технических специальностей. Очень много людей шли обучаться экономистов, и юристов и так далее. У нас их уже очень много, и до сих пор очень много подготавливается. И как бы такое техническое инженерное образование чуть-чуть потеряло за последние 10-15 лет в престиже. Я думаю, что это теперь должно меняться, поскольку после кризиса, я думаю, мы все поняли, что мы не можем строить стабильную экономическую систему на внутреннем потреблении за счет шведских денег, а все-таки нам надо реально что-то производить, экспортировать. И здесь у Идавирума особенно большой потенциал есть. И я думаю, что технические и инженерные специальности будут востребованы больше, чем сейчас. И опять же, государство должно, я думаю, здесь как бы с этим рассчитывать, и государственный заказ как бы тоже
менять в соответствии с этим. Ну и, конечно, да, инфотехнологии это как бы, я думаю, что может быть одно из наших как бы преимуществ. Мы сейчас достаточно сильно здесь. Главная проблема, почему у нас их не хватает, это потому что большинство, конечно же, хотят уехать в другие страны Евросоюза, в Америку и так далее. Ну, это не только инфотехнологии, а очень много людей. Я не знаю, сколько из вас хотят уехать за рубежом, я думаю, что тоже достаточно много. Но я думаю, что еще, чтобы закончить это, чтобы врача всегда нужно, учителя всегда нужно. Кушать все мы хотим каждый день пару раз минимально. Чтобы есть какие-то рабочие места всегда нужно. Это тоже нужно смотреть. Я думаю, что мы высшее образование, мы очень многие молодые ушли и учили такие мягкие виды, чтобы сейчас мы посмотрим, у них образования нету. У нас выше есть бумага, но они ничего не умеют. И у них очень большая проблема. Высшее образование есть, но ничего не умеет сделать. Нужно все-таки смотреть, чтобы у вас всегда вы можете купить хлеб и колбаса. Это самое главное, я думаю, будущее. Чтобы рабочее место нужно. Кстати, вспомнилось, что одна из проблем, она связана и с образованием, и с тем, что вы спросили, это учителя русской школы, потому что у нас на самом деле уже 20 лет их почти не подготавливают, и до сих пор их на самом деле в Нарвском колледже их подготавливают, еще где-то, но их всех подготавливают на эстонском языке. И многие из тех учителей, которые обучаются на учителя русской школы, предпочитают потом идти в эстонскую школу преподавать. То есть у нас возникнет проблема через следующие, 3, 4, 5 лет, что у нас учителя русской школы уйдут на пенсию, а новых у нас просто неоткуда будет брать, потому что либо их вообще не подготавливали, и тех, которых подготавливали, они уйдут работать в эстонскую школу. И я думаю, что это на самом деле самый большой риск русским школам в Эстонии, это именно то, что у нас просто не будет учителей, которые будут наших детей учить на русском языке. Вы заговорили об учителях в русской школе. В связи с этим вопрос, где взять такое количество учителей, которые способны были бы преподавать предметы на эстонском языке в русской школе? Это первый вопрос. И второй, как вы себе представляете ситуацию, когда русский учитель преподает русскому ученику предмет на эстонском языке? Насколько это нормально? Я вам насчет последнего вопроса я уже сказал до того, что я думаю, что результат будет такой, что ученик не выучит ни эстонского языка, ни самого предмета. Что, конечно, проблема очень большая, и поэтому я и говорю, что в данный момент мы не можем с 1 сентября все-таки в большинстве школах переходить на эту реформу приводить в силу. Если говорить, вы спросили про учителей, которые будут на эстонском преподавать, то во-первых, одна из возможностей, конечно же, просто эстонских учителей прислать, которые, есть учителя, которые учились на учителя эстонской школы. А так, больше остальное, это то, что мы все говорим, есть и планы, и проекты, то, что русских учителей обучать эстонскому более эффективно. Но я думаю, что здесь эта проблема не самая сложная, потому что все-таки учителей на эстонском подготавливают у нас постоянно, их уже 20 лет подготавливают и сейчас. У нас намного важнее проблема в том, что у нас не подготавливают учителей, которые на русском будут преподавать. У нас учитель будет или готовится 3 университета, 2 из Таллина и 1 из Тарту. У нас нужно смотреть, какой квалификации дам, и сначала нужно заниматься этим университетом, чтобы мы даем какое-то очень хорошее образование, чтобы когда они закончат университет, когда они очень хороший, высший уровень может работать на гимназии или
или другие школы. Это самое главное. Когда мы начинали эту программу, тогда мы говорили, чтобы через 3 года люди закончат университет, это 3+2. Последние 2 года никто, это неправда, 100%, но очень мало пойдет закончить там последние 2 года тоже. И поэтому немножко там образование и квалификация немножко такой проблема. И когда учитель квалификации самый высокий уровень, тогда учители, кто закончит школу, они тоже там немножко меньше. Когда у вас нету, как сказать, что как у вас тренер не мировой класса, наверное, у вас спортивный результат тоже не будет мировой класса. Тут самое везде. Я думаю, что это медицина или технические образования или что угодно. Михаил, и у меня следующий вопрос к обоим политикам. Вот вы говорили о переходе высшего образования на эстонский язык. Как вы собираетесь понизить спад успеваемости или вообще предотвратить его успеваемости? Ну, я свое мнение сказал, что я вообще не поддерживаю эту реформу в нынешнем виде. Я считаю, что большинство школ не смогут как бы перейти ее и не должны переходить на нее сейчас, потому что нету достаточно учителей, которые могут качественно обучать русских детей на эстонском языке. Сами ученики, конечно же, тоже не всегда способны для этого перехода, но я думаю, что с учителями еще более сложный вопрос. Поэтому я это не поддерживаю в нынешнем виде. Пока не проведено серьезные исследования, где мы вообще находимся на этой теме. Сейчас у меня часть оппозиции. Я поддерживаю этот реформ. Я реалист, я скажу, что это 1 сентября это нереально. Я думаю, что через пару года мы уже можем, когда мы начинаем этот год в сентябре, тогда через пару года уже, я думаю, что у нас очень много мы уже сделали, и мы через 1 год или пару года мы эту программу можем уже немножко другой тонус говорить об этом и посмотрим, где мы сделали побольше ошибок или что еще нужно менять. Но я думаю, что решение, что сделать, начинать, это правильно. Это мое мнение. Ну вот здесь опять же тогда проблема, что будет эти 2 года, ученики, которые 2 года будут обучаться на эстонском языке, хотя возможно... Да, но когда мы сейчас мы начинаем, тогда через 2 года мы тут сами говорим, чтобы мы не готовы, у нас нужно начинать, мы говорили уже последние 15 лет, 11 лет, минимально. А почему тогда подготовку правильно не вели, чтобы мы могли это перейти? Опять же, приняли сначала закон, тогда мы начнем подготовку. Ну, мы посмотрим, когда мы посмотрим государство тоже. Когда я вчера говорил об школе молодым, когда в 92 году мы меняли денег, русский рубль меняли эстонский крон, этот год мы меняли тоже. 19 лет назад, когда эстонский крон пришел, тогда я сказал, какой у нас система, сколько денег у нас было, сколько у нас ресурсов ушло там строить государство. Сейчас мы почти готовы. У нас есть сейчас возможность положить ресурсы тоже побольше, куда нужно. А раньше мы строили там этот сторону, этот. И этот русский сектор немножко, я думаю, что правительство немножко несерьезно занимается. А сейчас у нас нужно все-таки заниматься Ida-Virumaa тоже побольше. Не только Ida-Virumaa. У нас в Южной Эстонии тоже очень много мест, там около
Setomaa, где тоже тут самая проблема. Это не только Ida-Virumaa, у нас есть еще место, где нужно заниматься эстонским языком гимназии. Опять же, я просто не согласен с очередностью того, как мы это делаем. То сначала принимаем закон, а потом будем находить возможность... Но мы знаем эстонцы очень хорошо. Когда закон нету Эстонии, тогда никто не двигается. Это тоже точно. Мы знаем точно, когда закон нету, тогда все халява занимаются. Ну хорошо, но все равно здесь... Мы знаем, но покажите мне один директор, кто сам начинает, чтобы хорошо, чтобы посмотрим детское будущее, у нас нужно дать немножко лучшее образование. Не верю. Я не увидел. Может быть, но все равно здесь таким методом, как сейчас это делается, страдать будет реальная... А что это методом тоже ошибка? Никто тюрьмы не положит, кто начинает 2 сентября уже эстонский язык не говорит. Никто не пойдет в тюрьму. Нет, в тюрьму, наверное, никто не пойдет, но если школа перейдет на 60% эстонского образования, то у нас будет несколько лет, как минимум несколько лет, уровень образования этих детей пострадает. Тогда Эстонии нужно образование, нужно положить побольше ресурсов. И все. Денег. Ресурсы – это денег. Меня зовут Анна, я хочу задать политику Евгению вопрос. Правда ли, что в 2014 году хотят ввести госэкзамен по математике, и для чего это? А почему вы у меня это спрашиваете? Я этого не знаю. Спросите у них министр образования. Но я скажу просто, я как бы с личной точки зрения не считаю, что проблема в этом какая-то есть. А почему не может быть? Математика все-таки такая элементарная вещь, что ее знать надо. В каком он будет виде, либо там состоять из 2 частей, как он состоял, когда я учился, или он будет из одной части состоять, это как бы детали, а в принципе, почему экзамен математики не может быть обязательным? Я думаю, что тоже математика очень важна, и немножко я согласен, как-то мы говорим, что у нас немножко тяжело уже математика гимназии. Но это согласен, но я думаю, что общая математика очень важная в жизни всем у нас, чтобы посмотреть, чтобы здесь у нас звуки там молодым нужно дать возможности сам выбирать, какие виды они хотят учиться или уроки они хотят идти. Я в общем не согласен, потому что у нас тоже вопрос был, спросили, какие перспективные виды будущее. И когда молодые где-то 16, 15, 17, у них опыта нет. Они не знают точно, что они хотят. Сегодня они хотят мороженое, завтра шоколад, и послезавтра курица. И поэтому я думаю, что какие-то вещи нужно дать, чтобы очень важно, и решить нужно этим людям, кому есть какой-то опыт уже в жизни. Нет, здесь в этом смысле я согласен. У нас все-таки образование, оно общее образование, у нас общие образовательные школы, что значит именно то, что все получают, в принципе, единое образование, и тогда они специализируются в университете. Я знаю, во многих европейских странах больше выбора уже раньше, там с 10 лет, с 15 лет и так далее. Но я так чуть-чуть скептично к этому отношусь. Я знаю, у меня, например, друг в Германии, который в последние 3 года не изучал историю Германии. То есть я знаю про историю Германии больше, чем он как немец, поскольку он выбрал литературу вместо этого. Я думаю, что все-таки основное образование надо, чтобы было всем одинаковое, и тогда специализация шла бы позже. Вот, допустим, я занимаюсь профессиональным спортом, и каковы шансы достичь мне каких-то целей вот именно в Эстонии? Я думаю, очень большие шансы, потому что почему нету? Как-то профессиональный спортсмен и мировой уровень, так-то у нас государство помогает очень
я думаю, очень сильно профессиональных спортсменов, очень стабильно. Когда у вас желание и в будущем вы начинаете выиграть какие-то медали в международном соревновании, тогда уже шансы получить государственные премии очень большой. Эстонцы любят спорт и уважают спортсменов. Чтобы, я думаю, у профессиональных спортсменов очень большое будущее. Потому что общая Эстония спорт очень маленький. И мы ищем такие люди, кто может выиграть медали в чемпионат мира или Олимпийские игры. Или как-то вы можете выиграть медали, тогда у вас очень большое будущее. Да, я как бы не эксперт на эту тему, но как я понимаю, что ну, если вы занимаетесь каким-то одиночным спортом, то я, наверное, согласен. У нас со спортом, с финансированием спорта с командами чуть-чуть потруднее. Я сам сейчас связан с футбольным клубом в Кохтлаярве, который финансируется от местного самоуправления. Это финансирование нестабильное, во время кризиса это закрыли, ну и так далее. Тут как бы проблемы есть. А наверное, если вы очень стараетесь и можете чего-то добиться, то, наверное, у вас возможности есть, но я не эксперт. Команда спорта у нас немножко проблемы есть, да. Но мы меняли немножко систему этот год Олимпийского комитета, и я думаю, что следующий год немножко легче тоже, когда мы посмотрим волейбол международным классом. Сейчас Эстония самый лучший, я думаю, когда мы командным спортом посмотрим. Там меняли немножко систему это тоже, но все-таки Эстония строил такую систему, когда вы можете получить первое 12 место чемпионат мира, тогда уже автоматически будет денег из государства. И еще юниоров тоже есть свои денег, эти юниоров, кто выиграет медали юниорских чемпионатов. Я думаю, что европейский или мировой чемпионат, тогда тоже помогает нормально. Я думаю, что сейчас ситуация для спортсменов более-менее хорошие. У нас есть возможности тренироваться, мировая класса уже почти Эстония, только Ida-Virumaa стадион, разве мой самый любимый вид. Нету Ida-Virumaa нормального стадиона, чтобы есть место еще, где есть виды, что мы можем заниматься очень профессиональным, но все-таки нормально. Меня зовут Александр, и у меня вопрос к Евгению. Я хотел бы узнать насчет высшего образования. Есть ли возможность какая-то в нашей политике повысить качество получаемых специалистов, качество их образования? То есть получать больше практических знаний, например, получать рабочую практику на предприятиях. Ну, это одна из как бы тем, чего в Эстонии надо развивать. Но я думаю, что Германия здесь очень хороший пример, как это ведется. То есть, ну, что либо высшее техническое, либо профессиональное техническое образование связано с конкретными предприятиями. То есть, если ты идешь на конкретную специальность, то тогда у тебя половина из твоего образования это именно практика на производстве. И это особенно в Ida-Virumaa, этот потенциал точно надо использовать. Его чуть-чуть используют, но не систематично. И государство как бы это не прописано в законах, это как бы отдельного финансирования для этого не предвидено и так далее. Здесь, поскольку у нас есть тут большие предприятия, поэтому это здесь точно очень просто использовать. И это есть именно то, про что я говорил, что нам профессионально-техническое образование, систему, это главный приоритет, что нам теперь надо реформировать. Вы знаете, в завершении к нашей программы мне бы хотелось каждому из вас задать такой вопрос. Допустим, у вас уже на руках мандат депутата Риги Когу. Вот депутата 2011 года. Вот скажите, с какой инициативой в первую бы очередь
вы бы вышли? Ну, я это уже не раз об этом говорил и писал и так далее, что у нас в 2010 году наконец-то приняли план развития Ида-Вирума, что показывает то, что наконец-то до государства дошло, что в этом регионе не все в порядке. Это единственный регион Эстонии, который нуждался в таком спецплане. Его наконец-то приняли, но до сих пор правящие партии не нашли ни цента денег на его финансирование. И поэтому я думаю, что любой депутат от любой партии, которую будут избирать, выберут от Ида-Вирума, должен стоять за то, чтобы все-таки финансирование этому плану сразу же нашли, потому что это план развития 2010 по 2014 год, то есть он уже, в принципе, год должен идти, но реально он пока только на бумаге. Это согласно, чтобы все делегаты, кто выбрал здесь Ида-Вирума, нужно посмотреть, чтобы государство дает денег, чтобы через 4 года мы можем сказать, чтобы да, мы приняли, мы решили и мы сделали. Это день. Но я уже начинал организировать, чтобы последний раз я уже сказал, чтобы в середину марта я организировал уже заседание там, чтобы мой друг работает в Mäetaguse, он директор, он менял школу, раньше был 1,5 года назад был этот 2 языка учил, эстонский и русский, у него есть опыт, и я организировал уже этот, чтобы он дает реальный опыт, как он менял, какие страхи были, какие проблемы он увидел, чтобы он дает, и мы можем в будущем можем использовать опыт, что он сделал. И я это уже организировал. Этот Заберов, конечно, как здесь тоже был спортом вопрос, то я очень сильно начинаю заниматься об этом, чтобы мы были государство очень много было инвестировали разные спортивные площади здесь Ида-Вирума. Это мой как самый большой такой цель для молодым. И я думаю, но сначала все молодые и взрослые тоже начинают заниматься легкой атлетикой. 13 августа будет Нарва Йокс. Будет очень большое соревнование здесь для всех, чтобы начинать заниматься спортом. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю о том, что сегодня в студии был Эрки Нол, олимпийский чемпион и депутат Риги Когу, значит, и Евгений Осиновский, кандидат от партии социал-демократов. Что ж, выборы уже на этой неделе. Ваше право выбирать. Воспользуйтесь этим правом, а кандидатам мне бы хотелось пожелать удачи. Спасибо. Спасибо.